Оп, братва, всем привет, доброе время суток. 10 марта, ребят, 19:30. Приехал недавно с рыбалочки. Извиняюсь за морду лица, красная, наверное. У нас идет дождь. Добирался сейчас ужасно просто вообще. Вроде и зима, а идет просто ливень. Кое-как добрался до дома, ну, не столь важно. Сегодня вот такой денечек, ребят. Для меня очень понравился, потому что интересные моменты были, ребят, скоро на канале, так что это чуть попозже. Сегодня, ребят, распаковочка. Сегодня будем распаковывать аж 3 посылки от братвы. Это Челяба, город Челябинск, Аша, город Аша, столица матушка всего мира, город Москва, и столица Республики Коми, ребят, это город Сыктывкар. Все позже немного расскажу, так что садимся поудобнее, как обычно, наливаем чаечек, ну и понеслась. Ну что, ребят, вот такие у нас 3 посылочки, такая коробочка, вот такой пакет и такой маленький пакетик. Ну давай, ребят, начнем с самого маленького. Это Челябинская город, Челябинская область, город Аша, Горохов Дмитрий. Диман, огромный тебе привет. С Димой я созванивалась в WhatsApp, ВКонтакте. Вот такой парняга. Точнее, это посылочка от его сына, как он мне объяснял. Так что давайте, ребята, распакуем, посмотрим. Сейчас вот таким образом распакуем пакет. А нет, он нормально расклеился. Ага, ну все понятно, ребят. Диман мне объяснялся в плане, ребят, то что много видео на канале, как мы рыбачим щуку и добываем живца. Это просто были такие моменты, ну просто 11 часов дня, 12 часов дня, и мы не можем, ребят, просто поймать живца. Он говорит: Андрюха, сколько раз писали, почему вы не пользуетесь экранами, косынками и так далее. Вот, ребят, 3 заряженных косынки с живцовой ячой, 16-18 яча. Просто, говорит, подкормили луночку, закинули, занимались самими делами, проверились, как бы достали живца. Все просто, быстро и эффективно. Вот 3 таких экранчика, 3 косыночки. Я не знаю, в принципе можно размотать, но я боюсь, что потом я собью все это дело и будет потом неправильно, чтобы сразу это поставить. То бишь надо будет прут железный какой-то и поставить вот такие 3 экранчика, ребят. Ну, кто-то называет экранами, телевизорами, у кого-то косынки. Но вроде Диман объяснялся то, что косынки. Так что вот такие 3 штучки. Спасибо, Димасик, спасибо от души родной. Сейчас как раз сезон щуки, весна. Очень пригодятся. Не в плане там добычи рыбы какой-то, а это реально, ребят, маленькая яча. У нас почему-то не продаются. Сколько я искал. У нас от 22, 25, 30, ну такие уже, они как это, уже не экраны, потому что, ну какой там живец, нам надо вот такую маленькую тюльку. Такие сетки как раз нужны, очень, как раз кстати. И вот такие мормышечки, ребят, смотрите, как раз сейчас буду заниматься переделка удочек, потому что сейчас весна, сейчас уже середина работает уже. И вот такие мормышки, ребят, не знаю, если видно, не видно. Но Диман объяснял то, что это самые ловчие, вот у них хорошо ловят чебака. Кстати, Димасик, заряжу твои мормышки, как раз желтенькие, и буду пробовать. Причем завтра же поедем и будем заряжать. Вот такие, ребят, смотрите, мормышки. Муравей какой-то, он мне объяснял тоже. 4 мормышки их не ловчие. Спасибо, Димасик. Очень, ну, очень кстати все. И вот это, и мормышечки, тем более рабочие мормышки по поводу чебака. Чебак это плотва, ребят. Так что от души огромный привет тебе, сыну твоему. Я знаю, что вы смотрите видео мое вдвоем с сыном. Сын тоже любит смотреть. Огромный привет сыну. Правда, не знаю, как сына зовут. Ну, привет вам передаю и спасибо за такой подгончик. Все, кстати, ребят, все это пригодится. Так что спасибо. Спасибо огромное. Челябинская область, город Аша, Горохов ДВ. Спасибо, Димасик. От души, брат. Так, давайте, ребята, распакуем эту коробочку. Это коробочка от Славяна, город Сыктывкар, столица Республики Коми. Коми Республика, где я родом, ребята, с откуда я родом.
Шкаралюк Вячеслав Степанович. Ну, это славян, это мой кореш. А он, кстати, приезжал ко мне на рыбалку. Мы ездили на сплав с ним. Есть видео на канале, ребят. Так что, кому интересно, залетайте. Ссылочку оставлю на это видео. Будем смотреть, что славян нам замутил. Коробочка такая большая, но чувствуется, что легенькая. Сейчас как-то надо, ребят, аккуратно. Я просто не знаю, с какой стороны лучше распаковывать, чтобы не поранить ничего. Так, ну это просто коробка. И погнали, ребят. Ага, все понял. Ребят, славян же у нас сейчас занимается, рукодельничает, так скажем. Изготавливаю, ребят, вот такие удильники, смотрите, Сыктывкар Фишинг. Кстати, у славяна есть свой канал, он также блогер. Бластер, Сыктывкар Фишинг, 11 Рус. Такая рукоятка, ребят. Вот здесь, я так понял, наматывается леска. Я не знаю, ну, блеснить, балансировать, я думаю, будет удобно, нормально. В плане вот рукоятки, как перевозить, чтобы не поломать. А так четко, здорово. Смотрите, ребят, какая штука. Бластер название. Ну, это, наверное, после воды сразу стерется. Не знаю, славян какой-то маркер использовал. Ну, а так круто, здорово. Сыктывкар Фишинг, 11 Рус. Так, один удильник, ребят, есть. Давайте мы его так будем выставлять сюда. Второй удильничек. Грамотно все запаковал. Хотя до славяна нам 88 километров, если быть точным. То я у него уже в столице. Кстати, ребят, пока распаковываю, подытожу. Многие путают, что Республика Коми это город, ребят. Нет, это Республика Коми из 10 городов. Я живу на самом юге, получается. Бластер, ребят, Сыктывкар Фишинг. Вот такой еще один удильник. Интересно. По мне, славян немного сделает рукоять потоньше, то бишь, чтобы брать. В принципе, даже вот можно мормышечкой играть, но вот очень как-то плотно, удобненько. Я вот чуть-чуть бы вот так, наверное, вот так здорово бы было, классно. Немножко подубавь размер и будет четко, ребят, смотрите. У славяна свое производство удильников, классно, здорово. Также, ребят, сразу у меня тут кивочки подогнал. Так, это мы сюда сразу берем. Кивки. Вот такие жесткие, как раз вот, я не знаю. В принципе, вот харюзатники ходят с такими кивками. Крупная мормышка. Вот, там как бы не надо какой-то игры, просто хариус, если взял, так взял. А так для игры блесенками такие кивочки нормально. Но я от кивков отказываюсь. Все тоже хочу преуспеть в плане ловли балансира, блесны. А просто чувствуешь по руке. Я много раз наблюдал, что люди стоят, просто даже отвернулись, руку выставили, они вот как-то стоят, вот так играют, то бишь они даже не смотрят на удочку, а чувствуют чисто по удару, получается, ощущение в руку. Но это не все, ребят. Продолжаем дальше, ребят. Ну тут уже все, раскрас, касаточка, смотрите, ребят. Да, славян, на будущее делать чуть-чуть рукоять поменьше. А так, здоровские, ребят, удочки, смотрите, классный, молодец, славян. Я много видел видео, как ты это делал, все как бы этот. Сейчас вот вижу вживую, здорово. Намоточка лески, классно. Даже такой пакет, ребят, смотрите, серьезный. И вот еще одна, пожалуйста, ребят. Сыктывкар Фишинг, касаточка, немного поменьше, то бишь он как бы разных сделал, большие и маленькие. Классно, молодец, Славик. В плане перевозки, да, вот говорю, чтобы не поломать все это дело. А так, здорово. Не знаю, как это все будет выглядеть. Но с твоего разрешения, славян, я одну
то бишь маленькую, одну большую подарю Евгеньевичу, так как он у меня тут напарник, я с ним рыбачу. Пускай тоже довольствуется твоими удочками. И мужики будут спрашивать, и он будет говорить, откуда эти удочки. Спасибо огромное. Ребята, ссылочку на его канал тоже оставлю в описании, и видео, которое мы с ним плавали. Вот такой здоровский пацан вообще, я не знаю, ну такой юморной, знаете, такой жизнерадостный вообще. Он мне очень понравился, ребята, и снимает тоже небольшой каналчик у него, снимает небольшие ролики, тоже про рыбалку, всякое разное интересно, молодец, как бы не грустит, не лежит дома на диване, а занимается тоже чем-то конетелится. Так что, Славян, тебе огромный привет, и ссылочка, ребятки, в описании. Залетаем, смотрим. Может, кому-то понравится что-то, кто-то хочет подружиться, просто новые знакомства, новые друзья, ребят. Залетаем, не стесняемся. До Славяна ручаюсь, классный парень. Погнали дальше. Пардон, ребят, чуть не прозевал. А вот у него еще такие получаются рукоятники, да, наверное, я немного не досмотрел. Вот такие рукоятники. 2 штуки он мне сделал. Да ты чё, Славян, красавчик. Я почему, ребят, ну, подытоживаю. С того похода он мне подарил вот такую специю, такие специи. Мне очень понравились они, ребят, потому что я люблю готовить. И смотрите, ребят, в плане рыбки мне законетелил еще баллончик, Славян. Ну ты знаешь, что по специям вообще они у меня круглый год были, я вообще все их уничтожил. К рыбе, ребят, я не знаю, но это 7 смесей перца, я не знаю, то что это где-то Краснодарский край, откуда-то они с оттуда. Его тоже угостили, и у него много осталось, и он мне подогнал. Славян, блин, благодарен тебе вообще за специи, вообще огромный респект, потому что реально они у меня закончились. И сейчас как раз я положу в рюкзачок, где у меня кухонка лежит. И они будут, я не знаю, ну хватит, наверное, мне. Сейчас скоро весна, охота, уточку будем мариновать. Классно, спасибо. Идем далее, ребят. 3-я посылочка Куловского Максима. Прошу прощения, может неправильно назвал фамилию, но от Макса. Я просто люблю называть имена своими вещами. И многие ругают меня: Андрюха, давай без рюкзачка, червячка, там палаточки, там носочков и так далее. Палатка, носки и так далее. Я, ребят, ну я не знаю, у меня такой сленг, я привыкший так разговаривать. И от Макса посылочка, ребят, город Москва. Вот такой пакет. Вес у нас 3,20. Давайте откроем, ребят, самому интересно. Реально не знаю, что в ней. Посмотрим. Так. Ага, ну здесь такой пакетик. Так, это нам не нужно. Это нам не нужно. Бабум. Армия России, ребята. Индивидуальный рацион питания не для продажи. Серьезный такой, ребят. Я как бы много видел армейские пайки. У меня даже есть дома один. В армии доставали много раз. А здесь какой-то, ребят, серьезный. Так, что тут у нас? Пищевая ценность. Не прописано, что в нем. Не для продажи. Интересно, ребят. Блин, конечно, неохота было взрывать, потому что, ну, охота, чтобы он был запакован. Ну да ладно, откроем. Раз пошла такая пьянка, надо посмотреть. Слишком он большой, я почему такие не видел вообще. А нет, хотя, ребят, все тоже, все как есть. Все как есть. Ну, многие, наверное, ребят, видели. Спирт. Пюре из яблок. Просто, ребят, это армейский паёк. Гренки наши любимые. Кофе. Спички, кстати, спички очень классные. Шоколад, ребят, ну, всяко разное. Классная штука. С такой штукой можно прожить, ну реально, не знаю, 3 дня. Концентрат, напитка. Ягодный. Классная вещь, классно, ребят. Что-то здесь вот реально вкусно. Мне очень нравилось. Вот в армии, допустим,
Гуляш очень мне нравился. Что-то мне еще нравилось, сейчас не могу вспомнить. А так вот сахар, ребят, ну понятно, да? Многие это видели, многие это знают. Кофе. Спички реально, да. Спички бомба. Даже вот так положить, они уже все. Водонепроницаемый в таком пакете. Есть черкаш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плюс это охотничьи списки, ну кто знает. Шпик соленый. Икра из кабачков. Паштет нежный. Бомбовская штука. Это реально, ну, я не знаю, поехать. Я не знаю, завести в избу также, я не знаю. Ну, классно, потому что это ничего не портится. Большой срок, во-первых. Ну и, да, на нем можно реально протянуть вообще кучу времени. Я не говорю, что там его есть там постоянно, а вот просто закинул в избу и, допустим, спрятал укромное место. И будет здорово. Так, еще такая коробочка, ребят. Давайте посмотрим. Ножик нужен. Угу. Вот, ребят, тоже, я так понял, армейский паёк. Хотя нет. Здесь что-то лежит. Ну давайте. Сейчас в данный момент, ребята, он реально, вот смотрите, он распакован. Сахар белый. Тоже концентрат сахара. Салфетки влажные, ребят. Все по уму. Вот спичечки тоже, смотрите, разные. Классно. Вот эта вещь вообще четкая, пригодится. Напитки тонизирующие. Вот. Говядина тушеная, ребят, пожалуйста. В этой банке реально можно прям разогреть. Это, кстати, очень классная штука, что в посуде можно разогреть. А у нас тут есть спирт, пластина разжимается, то бишь ставится, и маленькая плита получается, можно разогреть. Я питался, ребята, почти целый месяц такими вещами, то что я знаю, что вкусно, что невкусно. Мясо птицы и так далее. Еще один момент, вот, допустим, квалификация армейских пайков тоже разная. Вот. Я служил в 11-12 году, и, как мне помнится, у нас был номер 3 пайка. Пиксельный такой был паёк. Номер 3 был, получается. Ну, такой стандартный, средний солдатский набор. А я вот знаю, что, допустим, там номер 8 или номер 9, там были офицерские, там даже был орбит, коньяк и так далее. Да, мы там, помню, как-то взрывали эти пайки, искали коньяк, было дело. Ребят, ну что, смотрим, смотрите, ребят. Макс послал мне зевничек. Походу всем надоело, что я режу пальцы. И это уже второй зевник, кто меня смотрит, ребят. Мне недавно Даня тоже подогнал зевник. И получается вот эти ножницы, да, хирургические. Вот. Да, точно такие же ножницы с зажимом. Вот теперь у меня второй набор, ребят. Ну, я думаю, будет справедливо, если я подгоню Евгеньевичу. Так как у Евгеньевича тоже таких приборов нету. Евгеньевич будет, думаю, доволен. Макс, я думаю, ты не против, если я загоню твои вот эти вещи. Кстати, классная вещь. Очень полезно. Но у меня уже есть, так что, ребят, не будем солить. Это мы Евгеньевичу зададим. Что удочки, что вот эти приспособления. Так, ребят, что-то интересно. Ага, так, секундочку. Тройничок. Так, ребят, смотрите. Тройнички. Раз, два, три, четыре, 5 тройничков. И тоже, смотрите, какие-то мормышечки. Видно, ходовые, но, возможно, они, ребят, рабочие. Это очень классно, когда человек отправляет свои мормышки с коллекции, которые реально работают. 3 мормышечки. Здорово, ребят. Вот сегодня навяжу московских и Челяба. Пакет нам не нужен. И что-то еще, ребят, в пакете. Вот такая сумочка. Можно на ремень ее. Да ладно.
Я все правильно понимаю, да, ребят? Это ручная пила. Блин, я так давно хотел такую вещь. Я видел у одного парняги. И можно вдвоем, в принципе. Один за одну, один за другую. Или можно одному. Но она новая, ребят, смотрите. Четко. Такая же стандартная цепь, как на пилу. Также все можно затачивать. И погнал. Блин, для походов это, ребята, очень крутая вещь. Вообще здоровская. Да, это Макс за эту тему вообще благодарен. Блин, вообще, я так давно хотел, вот все, я много видел, как бы, блин. Ну, как-то сегодня не надумался. Сейчас техника есть, положил. Но так для кармана, ребят, это... Она реально, ребят, работает. Я много видел, как пацаны работают ей. Блин, такие баллоны просто пилят спокойно. Плюс вообще можно ее на рюкзак тактический одел. Все, у тебя уже все на готове, все висит. Здорово. Блин, спасибо, Макс, за вот эту штуку вообще благодарен. Классно. Ну, накормили, ребят. Снастей надавали. Блин, ребята, от души вообще. Братва, огромное спасибо. Молодцы. Блин, спасибо, ребят. Посылочки, 3 посылочки. Сыктывкар, Республика Коми, Челяба, город Москва. Братва, огромное спасибо вам, что поддерживаете меня какими-то презентиками, я не знаю. Очень-очень приятно, ребят. Ну, от души, от сердца, реально. Спасибо огромное. Это все будет в деле, в любом случае в деле, ребят, потому что, ну, вещи для рыбалки, ребят, это, знаете, как вам объяснить, это не положить нож на полку, допустим, и лежит он там, красуется. Моментально все летит. Я вот, допустим, сегодня только оборвал 5 мормышек, своих ловчих хороших. Сломал хлыстик нечаянно вообще. Оборвал желицы. Ну, это, ребят, не знаю, как заправлять бензином. То бишь рыбалка дорогое удовольствие реально. И такие моментами, ребят, реально спасибо огромное. Это очень выручает, помогает от души. Как обычно, ребят, всем хорошего настроения, счастья, здоровья. Ну и, ребят, давайте конетелиться, дружить. Много раз, ребят, объяснял и говорил то, что, ребят, ссылки в описании, ребят, на Инстаграм и ВК. Заходите, добавляйтесь в ВК, добавляйтесь в Инстаграм, потому что в Инстаграме самые крутые фотографии с походов. А ВКонтакте, ребят, я переписываюсь с тем же, с Димоном, который послал мне вот этот экран, и мы с ним договорились много о чем и дружим вообще уже давно. Так что, ребят, в комментариях много не объяснишься, а, допустим, что-то надо, какой-то вопрос задать, там я отвечаю на более искренние и откровенные комментарии, как бы, и, ну, вы меня поняли. Скоро, ребят, занимаюсь стримом, скоро буду на связь, пообщаемся, побалакаем вечерком. Все, ребят, Дрюня погнал, пока.